Так, ну что, продолжаем наш маршрут по тропе Грина. Уже скоро тропа заканчивается. Ну как скоро, не так прям скоро, но уже половину пути осталось позади. Каменюки тут такие. Каменюки, каменюки. Да, ветерок тут есть, но как-то меньше. Наверное, из-за того, что деревья здесь чуть-чуть закрывают все-таки. А там прям ветруганище. Ну сейчас, да, уже пойдут ветра эти. Не люблю я эти ветра в Феодосии. Вот это большой минус осенью, зимой, потому что здесь ветра такие холоднючие, и они часто прям здесь. Летом классно, нету почти ветров, а если есть, то он теплый же. А осенью и зимой холоднючие. Так, тут сюда, да. Ой, хорошо, что я сегодня одел штаны. То я вчера в шортах замерз. Уже именно реально так в шортах не покатаешься. Особенно я возвращаюсь вечером домой же. А вечером уже все. В штанах надо. Днем еще как бы, ну там до 4, до 5 еще как бы в шортах нормально. А потом все. А потом уже холодно. Ой, камни, блин. Стреляют камни. Стреляют камни. Что никого нету в выходной день. Странно. О, сейчас пошла дорога вверх. Сейчас мы набираем высоту чуток. Куда-то дорога пошла левее, вниз куда-то. А мы дальше едем в сторону Старого Крыма. Здесь, наверное, осенью красиво. Листва такая вся разноцветная. Скоро уже, да, дней через 10 где-то начнет листва желтеть, краснеть.
зеленеть. Будет разноцветная вся. Ух, ух, ух. Ух, ух, ух. Чё едем? Чё едем, едем. Вау. Камни стреляют. Здесь тоже красивый вид. Ох. Ну да. Да, тут такие леса, блин, густые. Прям как Ялта. Капец. Зеленые горы все. Красиво, блин, здесь. Что я в том году эту дорогу даже не знал. А в этом году вот с парнями первый раз поехал. Вот здесь мы останавливались. Здесь на Земской дороге 44-го года отряды партизанской бригады Восточного соединения из засады разгромили крупный обоз оккупантов, доставляющий боеприпасы и продовольствие береговой охране в Коктебеле. Партизанами уничтожены более 100 немцев, румын и их пособников, в том числе 5 офицеров, 4 солдата взяты в плен. Трофеи: 108 повозок, 100 винтовок, 407 лошадей, нифига себе, боеприпасы, продовольствие и различное имущество. Потери партизан: 1 боец убит и 1 ранен. Слава крымским партизанам. Вот так вот. Ладненько. Поехали дальше. Это мы здесь встретили пожилого мужчину. А чуть дальше встретили этих мотоциклистов. Эндуро гонщиков. Вау. Да, в штанах сейчас вообще отлично ехать. В штанах отлично. Это ж надо было такую дорогу здесь проложить, ну не то что проложить, а в это сделать, да, ну это ее в каком-то там году прочистили, здесь же все в ветках было, в деревьях все. О, тут прям холодно. Очки надо снять, чтобы было видно лучше. Холодно здесь. Мы правее, да, уходили. Вау!
Да, вот такие леса здесь. В районе Феодосии, Коктебеля, таких лесов нету. Ну, то есть, но вот именно таких тропинок нету. Троп таких нету. А здесь прям он красота одна. Напоминает Ялту. Да. Напоминает Ялту. Ой, 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 ой. Что-то тут тоже одни неровности. Сейчас тут, я помню, подъемчик такой будет. Переехать надо. О-о-о. Да, прохладненько. Наверное, я одену кофтейку еще одну. О. Пока 4 деления. Я вот думаю, я туда поехал, там дорога была вниз, еще одна. Может, туда надо было ехать? Я вот это вот не помню. А по-моему, это дорога. По-моему, это подъемчик пошел, пошел, пошел. Да. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. А где же этот через подниматься? Все-таки, наверное, я сейчас выйду чуть-чуть не туда. Мне так кажется. Надо было ехать все-таки дорогой той вниз. Ну ладно. Подумаешь, где-то выйдем сейчас в другом месте. Берегите лес. А не, все правильно. Ха. Вот это место, да. Пацаны здесь заскакивали. Опа, 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 ча. Шлагбаум поставили, чтобы никто не ездил, ну, машины. Мотоциклисты, велосипедисты проезжают. Вот такая тропа Грина. Мы сейчас на самом верху уже сейчас окажемся. И ну, сейчас, да, доедем. Надо же, я даже с первого раза, блин, даже не смотрел на карту, сразу понял, куда ехать. Удивительно, запомнил. Ну и в некоторых местах были сомнения, но так, в принципе, везде ехал так, как надо. Тут листва уже вроде как начинает меняться. Ветки.
тут дорога такая. Ну да, я помню. Дорога здесь такая себе. Не очень. Вин. Ветки всякие. О, ну можно и по левой стороне было ехать. Три деления переключилась. Проехали 24 километра. Но мы все время вверх, дело в том, что ехали. Так что да. Поэтому и спалили столько. А так должно было быть где-то на километров 30. Ой. На километров 30, где-то 15, одно деление, блин, ветка. Собака. Это продолжение по ходу тропы Грина. Удивительно, что никого нету в выходной день. Ни пешеходов, ни велосипедистов, ни мотоциклистов. О! Все, выехали с леса. Сейчас покажу вам место. Сейчас тут будет такая, как развилка. Идет на Старый Крым дорога, а правее идет дорога на Коктебель через, ну, можно выехать на аэродром старый. Вот. Вот левее дорога, это на Старый Крым пошла. Это куда-то в лес дальше. А этой дорогой идет она вот так, получается, вокруг. Объезжаем, и на звездопаде воспоминаний можно выехать на этом, там где старый аэродром. Ну, тут до Старого Крыма не знаю, сколько тут ехать. Все, закончилась тропа Грина. Теперь едем в сторону звездопада воспоминаний. Теперь, получается, возвращаемся в Коктебель, только по другой совсем стороне. Через виноградники всякие, поля. Блин, прохладненько так. Ветер такой, ух. А тут что-то, чи яблоня, чи шо растет. Но не виноград. Что-то какие-то деревья. Груша, яблоко. Непонятно. Не вижу, вроде ничего нету. Или может сливы.
поля какие. Бескрайние просторы. Тут можно сажать все, что хочешь. Птички. Летают птички. Да, ветер холодный. Там, наверное, на звездопаде это вообще там, наверное, дубак. Так, а здесь куда? Блин, не помню, куда мы здесь ехали. Левее или правее? По-моему, мы сюда ехали. Насколько я помню, вдоль этих домов. Ну да. О, там сзади. Что там сзади? Интересно. У нас старый Крым сзади у нас остался. Так, а здесь... А, ну да, вот. Проезжали мы эту штуку. Что-то тут на машинах все стоят. Тут же какой-то этот туристический объект. А можно сюда заехать на велосипеде. Парк закрыт по метеоусловиям. Сафари-парк, во. Вот он. Сафари-парк. Антилоп. Сфотографируем. Сафари-парк. Что там, ничего там нету на этом сафари. Ну да, что там смотреть? Смотреть нечего там. Поехали дальше. Ох, ветер, подлюка. О, дорога, вот это да, будет получше дорога. О! Возвращаемся в Коктебель. Да, холодно. Эх, красота. А там внизу какой-то ставок или что. С правой стороны там. Или то для
виноградников там, наверное. Так, где там наш звездопад воспоминаний? А вон он где-то там правее где-то. Его отсюда еще не видно. Так, а нам здесь, нам сюда, да? Они поехали туда, а мы сюда едем. Ну да, точно. Да, блин, ветер холодный. Вон дорога на звездопад воспоминаний. Вау, 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 вау. Трясогузка, блин. Кто-то бегает. Зайцы, что ли? Наверное, зайцы. Вау, 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 вау. Мачумба, мачумба. Кто-то на машине едет. На Ниве. Походу. Какие-то эти лесники, кто в такой военной такой одежде. Ну, не военной, а в этой. О, канавы, канавы. В зеленой такой одежде. Камуфляжной его. Камуфляж. Вот мы проехали Тарапугрина. Мне понравилось. Даже одному можно ездить. Еще прикольная дорога на Лисью бухту. Поедем, не знаю, завтра или послезавтра. Забором ограждено. Что у них тут такое? Какой-то домик непонятный. Что тут все заграждено, интересно. Вау, ветки.
нас забором все оградили. Чего тут такого? Ничего не посажено, ничего не это. Ну, видимо, кто-то себе прикупил землю. Может, чуть позже даже и что-то построит. Вау! Там, наверное, сейчас на звездопаде воспоминаний ветруганище такой, капец. Так, у меня садится там батарея, о, не батарея, а заканчивается карта памяти. Так что, если что, на всякий случай. До новых встреч в горах и на трассе. А мы пока едем. Вон, красота какая. Звездопад вон стоит там вот. Пока его еще отсюда не видно. Поля такие, капец. Поля, да. Красиво, блин. Поля вообще бескрайние просторы. Вау. Капец, поля такие. А вон видно уже озеро. Ой, не озеро, водоем Наниково. Вон оно вот там. А звездопад вот там он. Красиво! Так, ладно. Поехали дальше. Сколько у нас уже? 28 километров только. О. Да, тут ветруганище. Дорога здесь, конечно, местами есть с каменюками. Скоро уже будет конец дороги и выезд на трассу. Ох, красиво здесь. Да, красота. Ну, сейчас заскочим. Красиво.
Начинаются камни опять. И про эту дорогу, кстати, я тоже раньше не знал, что она есть. По ней, получается, можно доехать в старый Крым тоже. Поля такие. Вон уже звездопад сейчас. Скоро уже. Поля бескрайние просторы. Что-то тут ничего не посажено. Или уже убрали все. Ух ты, чуть не упал. Ветки, блин. Какая-то машина едет. С прицепом. Чуть не упал, блин, ветки, падла. Так, а нам куда? Не понял. А, так какая разница, я думаю, они соединяются. Я так понимаю. Ну да. Они соединяются. О, тут опять такое. А, ну оно все, да. Короче, прямо ехать. Так. Ого. Какая-то куропатка. А вот мы уже и выехали на аэродром, на трассу, на звездопад воспоминаний. Сейчас вот уже после подъема. Вон уже видно аэродромчик. Что тут хоть написано? Типа заповедник, да, там? Ветки. Вау, вау, вау. Колючки, ветки. Уже и перчатки надо будет одевать скоро. Закрытые. Лошади. Ходили лошади.
где этот уже выезд. Вот сейчас уже выезд будет на дорогу асфальтированную. Если спелая малина, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гибралтар. Так, не понял, куда это мы. Что-то я не помню этого забора. Я, наверное, чуть-чуть не туда доехал. Получается. Ну да. Чуть-чуть не туда. О. Надо было там где-то брать левее. По-моему. Или нет. Я не помню, мы как с ним выезжали. Или мы этой дорогой. А, нет, все правильно, да. Все правильно. А, ну вот еще вот какая-то дорога. Может быть, там выезжали мы, да. Ну и тут тоже выехали. Вот сюда мы выехали. На трассу. 31 километр. Вот такой у нас маршрут сегодняшний. Да, будет километров 60 где-то. Сколько там у нас? 5 часов есть? Полшестого. Ничего себе. Нормально. Полшестого. Нормально мы круг такой дали. Ну, вроде пока такого ветра прям нету. Вон мы были, черт знает где, на тропе Грина. Ну, ее даже и отсюда не видно. Да. Красота. Ляпота. Все, подъезжаем к звездопаду воспоминаний.
Вот какая-то дорога пошла куда-то на спуск. О, лисица. Лисица. Маленькая. Маленькая лисица. Приехали. Звездопад воспоминаний. Тут ветра прям такого нету. Чтоб прям ветра такого нету. Я думал, прям здесь будет такой задувать, завывать, задувать. Такого прям ветра уже нету. Ой, красота. Ляпота, красота. Деревня. И вид на море и Коктебель. Мы сейчас поедем дорогой нижней, вот этой, и спустимся в Наниково и поедем туда аж, чтобы не бежать а так. Сейчас нам надо приодеться еще. Капец, тут холодно на звездопаде воспоминаний. Просто холодина лютая. Надо спускаться скорей.
осень чувствуется. Капец ветер. Холоднющий. Холоднющий ветер. Просто дубак. Так, сейчас тут где-то сворачиваем мы с дороги. Вот она, да. Оп, 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 оп. Ух, тут камней сколько. Капец. Накидано. Ух, прям такие булыжники, блин. О, тут ветра нету. Тут просто отлично. Тут просто отлично. Да, там вообще дуборезка такая на звездопаде. Так. Окольными путями едем в Коктебель. Тут сейчас перекопано. Вот тут перекопано. Но тут даже, наверное, и мотоциклист не сможет проехать, я так думаю. Не то, что велосипедист, а и мотоциклист. Но велосипедисту легче с этим. Не, мотоцикл проедет. Это они, наверное, специально, чтобы машины сюда, эти джип-туры там, сюда они ездили по-любому. Закрыли дорогу для них. Твоя лучшая подруга. Тут дело в том, что вот какие-то виноградники. Какие-то. Какие-то виноградники здесь.
закрытые заборчиком. Ну да, виноградники. Какие-то элитные, наверное, в таком месте. Так, тут сейчас тоже будет перекопанная дорога. И там внизу тоже виноградники. Да. Там дальше сейчас будет перекопано. Это я помню. Поперекапывали тут все подряд, чтоб никто не ездил. Вот зачем, спрашивается, это делать? Такие эти рыть ямы. Ой, что-то попало. Палка попала. Колючая. Колючая палка. Сейчас пойдем, да? Будет, по-моему. Вон звездопад воспоминаний с этого ракурса. Хе-хе-хе. Прикольненько. Сейчас фотографию надо сделать. Сыпуха. С камнями сыпуха. Не люблю я сыпуху. И еще где камни есть. Так. А нам куда? Левее? Или нет? Или нам дальше наверх? Блин, забыл. Куда нам? Наверное, все-таки надо было нам идти. Спустились со звездопада воспоминаний на трассу уже
И едем в Коктебель. Заедем на смотровую площадку в Коктебеле, а потом поедем пить кофе на набережную. Время у нас 6:10. Нормально. Феодосия налево, Коктебель, Судак направо. Что там? Едут. Парень на мопеде. Добро пожаловать в Коктебель-Сити.
ветер, падла. Едем в конец Коктебеля. Фух. Солнце светит. Солнце светит. Ничего не видно. Фух. Так, сколько мы проехали? 43 километра уже. Неплохо проехали. Сейчас надо нам развернуться здесь. Сзади никого, спереди тоже. Чтобы попасть на смотровую, надо развернуться и сюда вот заехать. Опа, частный сектор. А смотровая находится вот там. Вверху. С видом на такой вот, на такую гору. Ну и там на весь Коктебель. Видончик. Белые кружева. И собаки как разгавкались. Услышали музыку. Ну а как же без музыки, ребята? Как же без музыки? Сейчас будем подниматься на смотровую. Почернела без причины и осыпалась кора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гиблота, лабрадор.
Так, ну я сейчас со старту так, наверное, не заеду. Сильно они тут сделали высокий этот подъем начальный. Сейчас мы помощника попросим, чтобы он затащил сюда наверх. А здесь сейчас сядем и поедем. О, теперь поехали. Лабрадор, Гибралтар, Лабрадор. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Наверное, здесь ветер. Ну, чуть-чуть есть, да. Не такой прям уж сильный, но чуть-чуть есть. Сейчас надо сходить по делам важным. Не, кстати, здесь на удивление тихо. На удивление тихо. Да, тихо вообще здесь, ничего себе. Удивительно. А не, ветер есть. Все равно. Чуть-чуть дует. Думал, что нету вообще. Ага. Помечтай. Помечтайте. Фух. Ветер есть.
Люди уезжают домой с чемоданами. С чемоданами. Да. Да, похолодало, и людей становится все меньше и меньше. Девушка смотрит, думает, куда мне идти? Я не знаю, куда мне идти. А я ей намекаю: правее бери, правее. Она думает такая: блин, а если пойду правее, он пойдет левее, то что мне делать? Я ж могу растеряться так. И кровь прольется, ты столько там этих людей на совести пусть остается. Чем себя тешит? Не знаю. Давай уже телепай. Вот набережная Коктебеля. Люди гуляют, ходят, наслаждаются последними днями осени. Ой, говорю, осени. Последними днями лета. И собачки. Сейчас кофейка бахнем. Фу. Здравствуйте.